В Новый год с новым жильем дети-сироты получили ключи от квартир. Сотни огней зажигаются по всему городу. В поселках начались открытия елок. Встретить каникулы на коньках. В школе номер 7 заработала хоккейная коробка. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. В студии Диана Кириллова. Здравствуйте. В администрации города состоялось торжественное вручение ключей от квартир, приобретенных с целью обеспечения жильем детей-сирот. 7 сибайцев скоро будут праздновать новоселье в собственном жилье. Ключи от квартир им вручил глава города Рустем Авзалов. Подробности далее. В преддверии Нового года счастливыми обладателями собственного жилья стали Дилара Абубакирова, Айдар Галин, Регина Исингулова, Надежда Кутлугужина, Салават Ибрагимов и Гульнара Мусина. Все они стояли в очереди на приобретение квартиры по программе обеспечения жильем детей-сирот. Ощущение очень большая радость. Наконец-то дождались. Новый год, прям подарок такой, очень приятный. Так я комнату снимала в общежитии. Я с сыном проживаю, мама. И для нас это прям большой подарок. Еще на 30-летие как раз. Да, и на юбилей еще подарок очень хороший. Так что большая благодарность от нашей администрации, отделу опеки. Квартиры были предоставлены по договорам найма специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 5 лет. В дальнейшем их можно будет оформить в собственность. Всего за последние 3 года сиротам в Сибае было предоставлено 38 квартир. В начале 2018 года еще 8 человек из этой категории получат заветные квадратные метры в новом доме. Собственное жилье – это жизнь с чистого листа. Уверен, вас там ожидает много счастливых событий, сказал в свою очередь глава администрации Рустем Авзалов. Екатерина Марочкина, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. К другим новостям. Оборудование инженерных сетей многоэтажных домов общедомовыми приборами учета тепла, как свидетельствует практика, позволяет значительно снизить выплаты потребителей по счету. Данная норма действует в нашем городе с 2009 года. При этом у жильцов многоквартирных домов по-прежнему возникает множество вопросов, касающихся порядка оборудования, обслуживания и сверки показаний счетчиков. Наш корреспондент Ринат Музафаров лично изучил вопрос. Общедомовые приборы учета тепла и горячей воды начали появляться в многоэтажных домах Сибая с 2009 года, когда вышел закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Сегодня такими тепловыми узлами оборудованы порядка 70% от всех многоквартирных домов, находящихся в обслуживании управляющей компании ООО «Информационный расчетно-кассовый центр». Процесс перепрофилирования проходил по мере введения в эксплуатацию новостроек и проведения капитального ремонта в порядке действующего законодательства, а также по заявкам жильцов тех домов, в которых система отопления соответствовала необходимой теплонагрузке. Впоследствии эту норму соответствия отменили. В настоящее время норма 0,2 гигакалорий отменена, поэтому узлы тепловой энергии можно устанавливать и в небольшие дома. Для жителей это в любом случае выгодно, потому что даже если жители платят ровными частями по нормативу в течение всего года, по итогам работы коммерческого узла за год людям делается перерасчет. И получается, что фактически жители оплачивают потребленный ресурс. Коллективная заявка жильцов на оборудование дома УДПУ, принятая общим голосованием, подается в ресурсоснабжающую организацию, в том числе на условиях предоставления рассрочки по оплате прибора сроком на 5 лет. Между тем, не все конструкции инженерных сетей позволяют произвести установку данного оборудования, благо таких многоэтажек в городе немного. Узлы учета регулярно проверяются, проводится техническое обслуживание, а также снятие показаний на ежемесячной основе. Последняя процедура, комментируют специалисты, вызывает особый интерес жителей. В данном узле учета установлен тепловычислитель ВКТ-7. Снимаются показания при помощи переносного накопителя. Для этого накопитель присоединяется к тепловычислителю. Выбирается необходимая скорость соединения с прибором. После этого необходимые данные, в нашем случае это суточные. И после этого устанавливается дата начала и окончания съема показаний. Как всегда, это у нас с 20 числа предыдущего месяца по 19 число сего месяца. После этого происходит само считывание показаний. В
Впоследствии таким же образом производится перенос собранных данных в общую базу посредством подключения считывающего устройства к персональному компьютеру. В ведении РКЦ сегодня находится 202 дома, оборудованных приборами учета, проверка которых производится в течение 3 календарных дней усилиями всего 2 специалистов. Этим объясняется отсутствие физической возможности согласования и проведения проверки в присутствии жильцов дома. При этом, как комментируют специалисты, в интересах пользователей проявлять бдительность для сохранности оборудования. Его неисправность не освобождает жильцов от оплаты коммунальной услуги, а восстановление составит отдельную статью расходов. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. До конца года продолжаются контрольные собрания по определению проекта и сбору документации на участие в программе поддержки местных инициатив. Очередное прошло в стенах детского сада Акбузат. Большинством голосов был поддержан проект по частичной замене старых оконных блоков на пластиковые. Неравнодушные родители и педагоги, а также жители близ расположенных домов собрались в стенах детского сада Акбузат, чтобы обсудить участие в конкурсе по программе поддержки местных инициатив. Председателем собрания по единогласному мнению собравшихся выступила заместитель главы администрации по соцвопросам Гузель Шамгулова, которая пояснила аудитории систему финансирования вклада от населения и возможности программы с фиксированной финподдержкой от администрации города. Определяя самые актуальные задачи, присутствующие активно высказывали свои позиции, объясняя важность их решения. Несколько проблем. Во-первых, в садике прохладно, нужны пластиковые окна, это первое. Второй вопрос, это детская площадка, у нас во дворе плохая детская площадка, нужно ее новую сделать. И парковочных мест нету. Но я думаю, дети важнее, нужно, чтобы будущее поколение не мерзло. Вместе с озвучиванием проблем сразу же предлагались пути решения или методы поддержки со стороны. Предметом обсуждения на встрече стало состояние помещений детского сада, из-за которых, по мнению многих родителей, существует ряд нежелательных последствий. И в качестве благодарности за добросовестный труд работников дошкольного учреждения активная часть родителей решила поддержать проект, который удовлетворяет обоюдные интересы. Предлагаю собрать одноразово со всех, с каждой семьи 300 рублей. В принципе, это, мне кажется, посильная сумма. Это независимо от того, сколько детей ходят в этот садик. На собрании определили инициативную группу и составили заявку на участие в программе поддержки местных инициатив с предложениями от населения. Отметим, что на сегодняшний день по республике есть огромное количество примеров удачного прохождения проектов по конкурсу и возможность обмена опыта для эффективной гражданской предприимчивости. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В Уфе состоялось совещание по вопросам организации и проведения выборов президента Российской Федерации на территории Республики Башкортостан. В совместном мероприятии, проведенном Центризбиркомом и администрацией главы республики, приняли участие члены ЦИК РБ и территориальных комиссий, председатели участковых комиссий, руководители министерств, ведомств и учреждений, задействованных в подготовке выборов. Совещание шло в режиме видеоконференции, что позволило участвовать в нем и организаторам предстоящих выборов из Сибая. Совещание по вопросам организации и проведения выборов президента Российской Федерации на территории республики открыл и вел руководитель администрации главы Башкортостана Владимир Нагорный. По первому вопросу повестки дня выступил председатель Центральной избирательной комиссии региона Хайдар Валиев. Он обозначил задачи избирательных комиссий республики по подготовке и проведению выборов. Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства, в том числе за пределами территории Российской Федерации, места временного пребывания, а также лица, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах территории Российской Федерации, вправе подать заявление в период с 31 января по 12 марта через единый портал госуслуг, либо в любую территориальную избирательную комиссию, либо в любой МФЦ. С 25 февраля по 12 марта такое же заявление можно подать в любую участковую избирательную комиссию. Перед органами государственной власти, муниципальными образованиями и избирательными комиссиями стоит задача обеспечения комфортного голосования населения. Это касается готовности помещений, как избирательных комиссий, так и помещений для голосования, подъездных путей и подходов к ним, создания условий для граждан с ограниченными физическими возможностями. Другая серьезная задача – широкое информирование избирателей о предстоящих выборах, порядке и способах голосования. В этом году, помимо традиционных для региона каналов распространения информации, повсеместно
повсеместно будут применяться средства наружной рекламы. Баннеры и другая уличная печатная реклама различных форматов, световые экраны. По заказу ЦИК России разработан единый логотип избирательной комиссии. На его основании изготавливаются видеоролики для ТВ, световых табло, печатная и другая продукция. Важным направлением деятельности избирательной комиссии является повышение уровня подготовки членов территориальных и участковых комиссий. Предстоит провести целый ряд практических занятий по законодательным и технологическим новациям в избирательных процедурах. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитов, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В Сибае стартовали праздники открытия новогодних елок. Одной из первых лесная красавица зажглась в поселке Аркаим. Подробности далее. Само торжество по случаю открытия елки в поселке началось на улице перед комплексом школа-детский сад «Аркаим». На праздник собрались многие жители района. Особенно этого ждали дети. Основное действие проходило возле недавно установленной лесной красавицы. Вот тут-то маленькие гости Деда Мороза и Снегурочки и смогли показать себя во всей красе. В организации праздника помог коллектив лицея номер 9. Школа в Аркаиме является филиалом данного учебного заведения. Дети пели, плясали, водили хороводы вокруг лесной красавицы. А взрослые с ностальгией вспоминали, как, казалось бы, недавно сами радовались новогодним торжествам, запаху мандаринов и хвои. В этот день новогоднее настроение было у всех. Это долгожданный праздник, который ждут все дети и взрослые. От него все всегда ждут чуда. И вот все стараются подарить его детям. И как бы вот я тоже хочу вас всех поздравить с Новым годом. Поздравляем всех с Новым годом, с 2018-м. Желаю всем здоровья нашим аркаимцам, чтобы наш поселок процветал еще краше. Очень приятно такая вот сейчас это мероприятие проходит новогоднее. Дети рады, вон как. Сегодня открытию елок радуются маленькие жители микрорайонов Обогатителей и Восточный. 25 декабря праздник состоится в поселках Золото и Туаляс, 26-го в микрорайоне Южный. В этот же день свои огни на центральной площади Сибая зажжет и главная лесная красавица города. Лена Кириллова, Айгуль Хамитов, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такого количества огней, фейерверков и свечей не встретишь ни в одно другое торжество, кроме Нового года. Эти обязательные атрибуты не только создают особое праздничное настроение, но и служат источником повышенной опасности. По этой причине период новогодних праздников служба оперативного реагирования проводит в режиме повышенной готовности. Опасность, как отмечают специалисты, может подстерегать людей как дома, так и в общественных местах, где проводятся утренники и корпоративные мероприятия. На 21 декабря 2017 года на территории города у нас произошло 69 пожаров. Аналогичный период прошлого года 75. Погибло 3 человека, в том году 4. Травму получили 3 человека, в прошлом году 5. То есть по всем показателям у нас идет снижение количества пожаров. Несмотря на это, за последний месяц очень произошло много пожаров. По сравнению с прошлым годом, в том году на данный месяц, так скажем, произошло 4 пожара. На сегодняшний день уже за последний месяц произошло уже 13 пожаров. Но в целях исключения пожаров хотелось бы обратиться к гражданам города, что в период новогодних мероприятий, в котором у нас случается большое количество пожаров, в том числе с групповой гибелью, тоже соблюдали требования пожарной безопасности. Праздничные и развлекательные мероприятия начинать только после проверки исправности эвакуационных и запасных эвакуационных выходов, системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре. Не допускать эксплуатацию помещений, в которых имеются нарушения требований пожарной безопасности. Также руководителям организации при проведении мероприятий с массой пребывания людей необходимо осмотр помещений перед началом проведения данных мероприятий в целях определения готовности
и части соблюдения требований пожарной безопасности. Также обеспечить дежурство ответственных лиц в зрительных и сценических залах. Отдельно хотелось бы обратить внимание, что новогодние праздники сопровождаются употреблением большого количества спиртных напитков. Часто случается, что в состоянии алкогольного опьянения засыпают сигареты в руках, то есть оставляют включенными электроприборы, не выключают. Также остаются невыключенными гирлянды, также другие источники зажигания. Последние 10 дней уходящего года, как по традиции, проходят у горожан в суматохе и предпраздничной суете. Ко всему прочему добавляется планирование семейного досуга в каникулярное время. В Сибае начинают функционировать площадки для зимних забав. Так, на днях состоялось праздничное открытие хоккейной коробки на базе школы номер 7. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точнее, отдай на клюшку пас, сильнее ударили. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Знакомая многим горожанам с детства хоккейная коробка 7-й школы снова открыта для свободного доступа всем желающим отработать забытые приемы катания на коньках и освоить новые, а также для тех, кто совершенствует свою игру в хоккей. В эти дни состоялся торжественный запуск хоккейной коробки, на котором организаторы призвали жителей города к активному проведению выходных и после рабочего времени на спортплощадке учебного заведения, где также есть лыжная трасса. Оказалось, что любителей скользящих лезвий в городе от мала до велика. В том числе в свете софитов и елочной гирлянды на коньках оказался и глава Сибая Рустем Авзалов. Большая здесь радость, столько здесь детей, родители пришли, бабушки пришли, дедушки. Радуются за своих, понятно, что детей. И, конечно же, это в первую очередь ориентировано на спортивный образ жизни, на здоровый образ жизни. Тем более это очень важно. И хотелось бы наше поколение воспитывать именно здоровыми, крепкими, сильными, выносливыми. И как раз таки такие зимние виды спорта, как хоккей и лыжи, этому способствуют. Ледовый праздник на коньках украсили своим присутствием Дедушка Мороз, его спортивная внучка Снегурочка и сказочный приспешник гороховый шут Петрушка, которые радовали детей и гостей сладкими подарками. Несмотря на морозную погоду, сказочную атмосферу удалось воссоздать благодаря активному участию горожан. Приглашенные юные хоккеисты детской команды «Горняк» зарядили любителей погонять шайбу спортивным азартом. Детский восторг от долгожданного открытия сезона зимних забав поднимал настроение каждому присутствующему. Мы узнали у детей, какие приемы они держали в своих закромах в предвкушении ледовых катаний. Назад как ехать, вперед. Любимый спорт – хоккей, ну и футбол летом. И ласточка. А еще? Пистолет. Только я нехорошо делаю. Сегодня открытие катка, коробки. Сегодня все радуются, катаются на коньках. На сегодняшний день в городе есть все условия для занятий зимними видами спорта. Помимо коммерческих точек для семейного отдыха в шаговой доступности на территориях муниципальных учреждений, будут действовать также открытые освещаемые катки. Традиционно самым массовым станет каток на территории стадиона «Труд». Запасаемся хорошим настроением, горячим чаем в термосе и встаем на лезвие. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И последнее. Самое маленькое поле для спортивных битв – это шахматная доска. Но и на этом квадрате часто разыгрываются великие сражения. Битва интеллектуалов состоялась в Башкирском лицее имени Рамазана Умедбаева, где школьники боролись за переходящий кубок молодежного парламента при Совете городского округа. Ирина Оренбургина. Далее. Как ходить конем, поставить шах и мат они знают не понаслышке. Умение предугадывать и прогнозировать события, просчитывать все возможные варианты исхода игры, принимать оперативные решения и делать значительные определяющие исход встречи ходы – основные навыки шахматистов. В игре за переходящий кубок молодежного парламента при Совете городского округа город Сибай соревновались сибайские мальчишки и девчонки, учащиеся городских школ. По инициативе молодежного парламента при Совете городского округа город Сибай второй год подряд у нас среди школ города проводятся соревнования по шахматам. Молодежный парламент популяризирует данный вид спорта, не только шахмат, но и шашки. У нас большие планы впереди. Надеемся, эта инициатива будет продолжаться. В этом году мы решили поддержать и надеемся, что победит дружба.
Мероприятие состоялось на базе Башкирского лицея имени Рамазана Умытбаева. Сражаясь со своими соперниками в логике и интеллекте, учащиеся показали, насколько эта игра разнообразна и интересна. Я занимаюсь шахматами уже как 7 лет. Я из Башкирского лицея имени Рамазана Умытбаева. В первый раз я пришла сюда в первом классе. Решила просто для забавы зайти посмотреть. Мой тренер Афат Хурматович. Уже начала заниматься очень давно, поэтому у меня появились большие результаты. Я стала чемпионкой Зауралья и получила звание шахматы принцессы. Я занимаюсь шахматами 9 лет. Мой тренер Афат Хурматович, он меня привел сюда. Моя сестра начала играть, и он привел меня тоже к шахматам. И мое первое звание было шахматная принцесса. Шахматом занимаюсь 9 лет. Первый раз пришел в шахматы, когда Рафхат Хурматович, мой тренер, пригласил меня в шахматы. С этого времени я начал ходить в шахматы. И через год уже занял первое место в Зауралье. Со 2 класса занимаюсь. Сегодня выиграл первую игру, партию. Заслуги, так. На соревнования ездил, там места получал разные. По результатам состязания 2-й год подряд Кубок молодежного парламента достался команде Башкирского лицея имени Рамазана Умытбаева. На 2-м месте команда гимназии и 3-е место у гимназии-интерната. Ирина Римбуркина, Алик Кадыров, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Хороших вам выходных и только приятных впечатлений. Увидимся.